Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Республики Южная Осетия по случаю 14-й годовщины начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия. В ноте, в частности, отмечается: дата 8 августа 2008 года навсегда останется одной из самых трагических в современной истории Южной Осетии. Мужественный юго-осетинский народ в едином порыве, вставший на защиту Родины благодаря своему героизму и помощи Российской Федерации, сломил грузинского агрессора, начавшего преступную жестокую войну. В этот скорбный день народ Республики Абхазия чтит память защитников и мирных жителей Республики Южная Осетия. Между тем, далеко не для всех события августа 2008 года воспринимаемы как акт военной агрессии Грузии против Южной Осетии. Для многих сил в мире эта дата – точка отсчета так называемой российской оккупации территории Грузии. Об этом, в частности, недавно напомнил в своем выступлении госсекретарь США Энтони Блинкен, который призвал Россию отказаться от признания Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. Это выступление главного американского дипломата как раз было приурочено к 14-летию событий августа 2008 года и демонстрирует, насколько все же кардинально под другим углом пытаются воспринимать эти события на Западе. Более того, в словах госсекретаря США очевидно еще более усилившаяся антироссийская риторика, которая в последнее время и стала достаточно серьезной тенденцией. В частности, в выступлении Блинкена отмечается: Россия должна нести ответственность за обязательства, взятые на себя в рамках прекращения огня в 2008 году, отвести свои войска на позиции, существовавшие до конфликта, и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Она также должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии, считает Блинкен. Это необходимо для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц могли беспрепятственно и безопасно и с достоинством вернуться в свои дома. Мы неизменно поддерживаем народ Грузии в его стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность и найти мирное решение конфликта, говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом. Если внимательно проанализировать это выступление госсекретаря, становится очевидным, что на Западе именно события августа 2008 года воспринимают как начало конфликтной ситуации и пытаются напрочь забыть о конфликтах и войнах начала 90-х. В этой связи особенно важно знать и отметить, что уже завтра в Сухуми пройдет круглый стол под названием «30 лет после грузинского вторжения в Абхазию». Это мероприятие приурочено к 30-летию событий августа 1992 года. Как мы все знаем, 14 августа войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии. Началась абхазо-грузинская война, которая длилась больше года и была самым кровопролитным событием в новейшей истории Абхазии. Именно это событие после августа 2008 года очень часто пытаются подвергнуть забвению и игнорируется как в Грузии, так и на Западе. И, как отмечают многие политологи и эксперты, это зачастую ведет к смещению парадигмы конфликта и к трансформации сторон конфликта, к сложившейся в последние 14 лет восприятию конфликта не как грузино-абхазского, а грузино-российского. Именно поэтому и важно проведение подобных мероприятий и поднятие на них таких тем, как предыстория и начало грузино-абхазской войны, создание и роль Айдглера, роль конфедерации народов Кавказа в Отечественной войне народа Абхазии и многие другие. Организатором данного круглого стола является Центр стратегических исследований при президенте Абхазии. И о том, кто будет на круглом столе спикерами и кто на него приглашен и какие задачи ставит перед собой этот круглый стол, мы побеседовали с сотрудником Центра, политологом Нателлой Акаба.
Здравствуйте, Наталья Нуриевна. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня я хотела бы начать с того, что, несмотря на то, что главная тема нашего разговора будет круглый стол, который инициировал Центр стратегических исследований при президенте, он пройдет завтра в Сухуми и будет посвящен 30-летию, как я понимаю, начала Абхазо-Грузинской войны, Отечественной войны нашей в 1992 году. Но, тем не менее, сегодня мы не можем обойти эту дату, так как сегодня 8 августа, и 14 лет назад начались страшные события в Южной Осетии, в Цхинвале, и это нас тоже коснулось и можно сказать, с разных точек зрения, да, потому что, как считают многие политологи, эксперты, парадигма конфликта поменялась во многом, и вместо абхазо-грузинского конфликта стал существовать российско-грузинский. Да. Да? Это очень важные такие вещи. Как вам кажется, еще почему для нас важен тот конфликт, и что вы можете сказать вообще об этом? Ну, во-первых, большое спасибо за приглашение, и мне очень хочется, чтобы вот по телевидению показывали наш завтрашний вот этот круглый стол, потому что я считаю, что тема очень такая актуальная и для нас чувствительная. Ну, а что касается вот этого юго-осетинского конфликта, насколько вот я помню, это был такой вот конфликт, когда наши добровольцы тоже участвовали и пытались как-то защитить осетин. Ну и когда наша война началась, осетины тоже на нашей стороне воевали. Так что это вот подтверждает, что мы такие братские народы, конечно. И я даже знаю, что завтра представители Южной Осетии также будут принимать участие. Да, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боцев тоже согласился прийти на завтрашний круглый стол. Также я хотела бы отметить, что очень часто сейчас, когда на Западе рассматривают конфликт, который вот есть и существует между нами и Грузией, почему-то забывают о событиях, как раз о тех событиях, о которых вы будете говорить вот завтра, начало 90-х, об этой войне, и как точку отсчета конфликта им выгодно и интересно брать именно 2008 год, потому что они позиционируют в этой связи Россию как агрессора. Да? И вот поэтому расскажите как раз о вашем событии, о круглом столе, какие будут темы, кто будет приглашен, пожалуйста. Ну, во-первых, приглашены будут в первую очередь депутаты так называемого «золотого парламента». Ну, не все, но большое количество. И они будут рассказывать вот о том, что предшествовало этому конфликту. И, конечно, будут говорить о роли парламента в эти времена тяжелые. Ну и еще будут ветераны Отечественной войны народа Абхазии присутствовать и общественные деятели. И я думаю, что это будет довольно интересный разговор. Но вот мне кажется важным, чтобы мы вспомнили, что предшествовало этому конфликту. И вот Леонид Иванович Лакербай обещал рассказать о том, как, когда вот в Советском Союзе Горбачев вот инициировал эту перестройку и политику демократизации и гласности. И этим грузины очень быстро воспользовались. Они начали в грузинских СМИ публиковать такие совершенно просто ужасные материалы относительно Абхазии, что никакой Абхазии не существует. Это все большевики, проклятые большевики, там вот так писал это Силагадзе, такой литературный деятель, и что вот это они придумали, что вот это Абхазия. Они переселили сюда адыгов на территорию Грузии и создали вот эту абхазскую автономию. Ну, вот такие вот странные вещи. И еще он писал, что ничего ни грузинского в Абхазии не должно быть. И что никакого не существует абхазского языка. Это все выдумки. И потом еще такой вот довольно известный грузинский писатель Мишвеладзе в декабре 90-го года, он очень негативно высказывался о нашем
великом писателе Фазиле Искандера. Он о нем написал: «В природе никогда и нигде не существовало ни абхазский язык, ни абхазская культура, а проклятые большевики ввели в заблуждение наивных адыгейцев, придумали для них на территории Грузии абхазскую автономию. В паспортах записали несуществующую национальность абхаз». Вот такие вот ужасные вещи. И во многих других газетах вот такие публиковали такие ужасные статьи. И это, конечно, помогает нам лучше понять причины вот этого конфликта. Ну, естественно, наш народ тоже не мог не реагировать на это. Это так унизительно было. И поразительно, что никакие западные вот политики или какие-то международные организации, они на это никак не реагировали и не осуждали за это Грузию, а наоборот, Шеварднадзе для них это был такой самый авторитетный политик, который вот, когда война началась, как мы все знаем, он был тогда грузинским лидером. Ну и Гамсахурдия, который до него был, вот его считали таким, ну, националистом, хотя я не вижу никакого различия между его подходом к Абхазии и подходом Шеварднадзе. Ну и, конечно, в Абхазии все вот это воспринималось очень негативно. И 18 марта 1989 года в Лыхне был организован, ну, по инициативе нашего народа, сход такой. И на нем присутствовали более 30 тысяч человек. Это был очень такой важный, я считаю, сход, на котором прозвучали вот эти все опасения нашего народа. И прозвучало предложение о том, чтобы Абхазия вышла из состава Грузии, которая вот так вот неуважительно относится к Абхазии. И что мы должны вернуться к нашей конституции, вернее, к тому времени, когда Абхазия в 1921 году была самостоятельной союзной республикой. И вот мы должны к этому вернуться. Так вот считали участники этого схода. И его подписал наш вот первый секретарь обкома тогда, Адли, очень авторитетный человек. И, к сожалению, вот это вызвало очень такую бурную реакцию и в Грузии, среди сухумских грузин, ну, вообще абхазских грузин. И его уволили тогда. Это Борис Викторович, да? Да, Борис Викторович Адлиба. Вот он первую подпись поставил под этим обращением, и его за это, ну, очень так, конечно, осуждали, и в результате убедили его, чтобы он ушел. И он ушел. И тогда, кстати, назначили вот этого Хижба. Да. Нателла Нуриевна, скажите, пожалуйста, вот я видела некоторые обозначенные темы завтрашнего круглого стола. Хотелось бы, чтобы вы их тоже немножко коснулись, какие-то другие темы. И, как я поняла, будут еще и другие спикеры, да, вот помимо Леонида Ивановича. Расскажите о том, какие будут спикеры, какие темы, это тоже интересно. Ну да, ну будут, вот Сергей Миронович Шамба, он расскажет о создании Айтгылара. Это, как мы все помним, это народный форум, Абхазский народный форум. Это такая очень, я считаю, авторитетная организация. Я, кстати, в ней тоже активно работала. И я думаю, что Сергей Миронович подробно расскажет о том, как эта организация, вот какую деятельность она в тот тяжелый период, как она старалась как-то вот сохранить абхазскую ну, хотя бы автономию. Ну и потом уже, конечно, перешли от автономии к союзной республике. Ну и я не помню, вот все ли, вернее, я не знаю, все ли знают, что брат Сергея Мироновича, Тарас Миронович, это такой авторитетный политик, он предложил абхазскому парламенту рассмотреть такие вот предложения о том, чтобы Абхазия и Грузия сошлись в такой равносубъектной федерации.
Да, ну это означало, равносубъектно, это означает, что Абхазия, которая стала бы членом этой федерации, она имела бы право выхода, если это стало бы вот таким неизбежным. Но об этом грузины даже не стали рассуждать. Вот я помню, когда мы были депутатами, приезжали какие-то министры юстиции, там еще кто-то из Тбилиси, и мы им вот это предложили, а они даже не захотели на эту тему говорить и сказали, нет, никакой Абхазской республики уже не будет. И, откровенно говоря, это вызвало у нас просто такой вот шок. Да. И мы решили, что надо предпринимать какие-то решительные действия. Да, и это очень интересно, потому что вот мы, выпускники кафедры международных отношений, мы хорошо осведомлены, нам преподавали это все, в том числе и сам Сергей Миронович, да, был одним из наших лекторов. Но я хотела бы вот в этой связи все-таки сказать, что тем не менее, я думаю, что далеко не вся молодежь Абхазии знает об этих вещах. И вот будет ли, вот мне интересно, будет ли у них доступ к круглому столу, чтобы хотя бы послушать, Ну, может быть, если приглашаете ли вы кого-то из молодежи, потому что иногда, вот когда даже сейчас, ведь чем дальше мы от начала войны, чем больше идет времени, иногда, мне кажется, совсем подрастающему поколению им сложно разобраться в том, как все началось, да, и поэтому, мне кажется, им это тоже было бы интересно, вот открыт ли он для более широкой аудитории, или, может быть, вы знаете, планируется? я не уверена, что там сможет поместиться вот так много людей. Но если по телевидению и по АГТРК, и по База ТВ будут это показывать, молодежь может это посмотреть. И я тоже согласна с тем, что надо обязательно, чтобы молодежь наша более подробно знала предысторию и историю вот этой войны, чтобы они как-то вот находили какие-то верные решения вот этой проблемы. Да, и более того, мне кажется, что не только внутри страны есть, мне кажется, запрос и вот как бы делать эту информацию и для окружающего мира, да, вот в этом смысле подавать нашу информацию, делать какой-то сайт англоязычный, есть ли какие-то вот такие предпосылки? Вы знаете, вот я лично когда-то работала в неправительственной организации, ну и мы вот старались, вот и я, и мои коллеги, мы старались, чтобы на Западе знали истинные причины вот этого конфликта и кто на самом деле вот виноват. И мы публиковали различные статьи вот на эту тему. И, кстати говоря, я и по сей день стараюсь их публиковать, но что-то это никакого эффекта вот не имеет. Я вот удивляюсь, почему они не меняют свои подходы, почему все равно в центре внимания у них находится Грузия всегда. Ну, видимо, это уже говорит об их интересах, но мне кажется, это в любом случае не отменяет того, что если бы у нас был какой-то финансируемым государством большой сайт, посвященный этому, и привлечь тех же выпускников международных отношений, как вы думаете, была бы это хорошая идея? Конечно, я вот являюсь сторонницей такого решения. И я бы с удовольствием тоже вот публиковала свои статьи. И, кстати говоря, у меня есть и англоязычные. Ну вот надо отдать должное. Джордж Хьюитт, как вот все знают, это такой очень авторитетный ученый и в то же время большой патриот Абхазии, Да, он, который является абхазским зятем. Да, и почетный гражданин, насколько я помню. Да, конечно. Вот он и ему помогает Метсин Санмес, это репатриант. Да, который создал очень классный сайт они вот Abkhaz World. создали. И вот они сейчас вот к этому началу войны, ну, к 14 августа, они опубликуют очень много и издают сборник статей, вот они пишут об этом. И, кстати говоря, меня тоже попросили статью написать, и я написала. И эта статья будет опубликована. Кстати говоря, как ни удивительно, там будут и статьи грузинских авторов. Ну вот чтобы видна была разница между нашими подходами. Я считаю, что это полезно. Очень интересно. Да. Я, кстати, Пускай не знала об этом и буду следить теперь. Да, вот пусть объективные какие-то аналитики, пусть они вот делают какие-то выводы. Но еще вот я хотела рассказать, поскольку я тогда работала в Абхазском государственном университете, а у нас тогда там был русский сектор, абхазский и грузинский. И тогда вот
в результате вот этих всех событий и вот этих вот таких противоречий грузино-абхазских, грузины решили выйти из абхазского сектора и потребовали, чтобы Тбилиси создал филиал Тбилисского университета Сухуми. И Тбилиси на это согласилась. И это, конечно, вызвало в Абхазии очень большое недовольство, потому что мы все понимали, что это приведет к тому, что опять огромное количество грузин переедет в Абхазию. То есть преподаватели, студенты и семьи этих студентов и преподавателей. И вот, наверное, мы все помним, как открыли субтропический институт, тоже грузины открыли, и в результате очень много грузин переехало, и это очень изменило демографическую ситуацию в Абхазии. И вот это было нацелено тоже, наверное, на то, чтобы в Абхазии все больше и больше грузин. И так их было все больше. Ну вот они хотели еще увеличить их число. И мы, конечно, вот в АГУ стали противостоять этому. И я вот очень хорошо помню, как мы тогда вот Дмитрий Гулия, вы, наверное, помните, это же был внук вот этого нашего великого писателя, и он был завкафедрой, вот, на которой я работала, кафедрой всеобщей истории. И он провел совещание, на котором вот тогда еще и грузины, которые там работали, они тоже присутствовали, и я сказала, что нам надо издать новый учебник по истории Абхазии. А грузины, которые там сидели, они сказали, никакой истории Абхазии не существует, есть только история Грузии. И это, конечно, вызвало вот у нас у всех ужасное негодование, и это еще более усугубило ситуацию. Да, Наталья Нурьевна, я поняла, что это будет очень много разных тем завтра на круглом столе, конечно. и я думаю, что это будет очень интересно. Спасибо вам большое, что пришли и анонсировали все это. Спасибо за приглашение. К другим темам. Пожалуй, самым заметным событием в регионе стало вооруженное обострение на линии соприкосновения в Нагорно-Карабахской республике, которое началось 1 августа и продолжалось почти всю неделю. Интересное интервью на данную тему изданию «Эхо Кавказа» дал бывший помощник президента Азербайджана Гейдара Алиева Эльдар Намазов. По его мнению, события на границе шли по нарастающей. Цитата: «Ключевым моментом было совещание в прошлом месяце по итогам полугодичного развития Азербайджана, где большую часть своего выступления президент Азербайджана посвятил именно отношениям с Арменией и сказал очень много. Во-первых, что Армения поставила на паузу, фактически саботируя переговоры по всем трекам и по открытию коммуникации, и по делимитации границы, и по мирному договору, что буквально все застопорилось на уровне годичной давности», отмечает Намазов. Тут же он добавил еще одну важную тему, то, что Армения держит свои войска до сих пор на территории Азербайджана, и что все посчитали сенсацией, что представитель Министерства обороны Российской Федерации приезжал в Баку. Мы помним этот визит замминистра обороны, тогда не говорилось, почему он приехал, но президент раскрыл. Россия обещала, что к июню месяцу Армения выведет свои войска, но уже был июль и ничего не происходило. И азербайджанский президент выдвинул очень жесткое требование. Он сказал, что ждет итогов встречи министров иностранных дел. Если не будет подвижек в этом вопросе, мы вынуждены будем отвечать. И мы поняли, что мы фактически стоим на грани новой эскалации, отметил азербайджанский эксперт. В целом, по мнению Эльдара Намазова, эскалация на границе происходит из-за торпедирования Армении всех существующих договоренностей с Азербайджаном. Цитата: «Идет полное саботирование, торпедирование всего этого процесса». У нас эксперты спорят, чем это вызвано. Одни говорят, что Армения саботирует договоренности, достигнутые под зонтиком Москвы, чтобы перевести их под зонтик Брюсселя. Но дело в том, что уже и в Брюсселе были подтверждены все эти соглашения, но опять-таки не выполняют их. Другие считают, что Армения хочет
опять восстановить, она не скрывает этого, тройку сопредседателей Минской группы. В нынешней ситуации это невозможно в результате конфликта на Украине и ситуации между Россией и Западом. Но Армения все сейчас блокирует для того, чтобы дождаться момента, когда ситуация может измениться и сопредседатели смогут опять собраться и восстановить все первоначальные свои предложения со всеми референдумами, со всеми статусами и втроем надавить на Азербайджан. Таково мнение на происходящее с азербайджанской стороны, хотя, конечно, было бы интересно узнать и мнение армянской стороны на ситуацию. В любом случае мы будем следить за происходящим в этом регионе и за другими важными событиями вокруг Абхазии. А на этом сегодня все. До новых встреч!